Друзья, всем доброго утра. На часах ровно 6 часов. И как видите, я уже одеваюсь. В общем, когда я лег, где-то в первом часу, наверное, все комфортно, температура была, лег. Потом немножко было жарко, когда печка разгорелась. Потом комфортно, так вроде покрутился, уснул где-то, скажем, через час, грубо говоря, может больше. Проснулся, мочка скребется. Прохладно. Было 4 часа. В общем, затопил печь. Попил чайковского с трубочками. Все, тепло стало, комфортно. Лег. И все, не могу уснуть. Крутился, опять стало жарко. В общем, до 5, наверное, провалялся. Думаю, что просто так валялся. Встал, вышел, поколол дров. Он поленницу целую вот занес. Там под нарами еще. Сделал небольшой запас. Думал лечь спать. Опять чаю попил. Время 6 уже. Через, грубо говоря, 1,5 часа начнет светать. Спать совсем не хочется. Вот что удивительно, дома не могу проснуться, потому что хочу спать. Или наоборот, сажусь за компьютер, меня просто рубит. Здесь поспал буквально каких-то часа 3, наверное, и все, выспался. Потом, конечно, сегодня вечером будет рубить, но пока... Блин, пояс забыл. Ладно, без пояса сегодня. В общем, как-то вот так. Одеваемся. Вот, кто не видел, еще показываю, как выглядит поплавок. Камера моя вот так. Заказывал на Алиэкспрессе. Кидал ведро с водой. Вот так вот кидал. Реально плавает, кстати. Так что, надеюсь, камеры больше топить не будем. Все, друзья, одеваемся. Смотрим, замерзла, не замерзла буранка аккуратно, потому что воды очень много на озере. Если не замерзла, будем ходить рядом. Если замерзла, по тропе. В общем, все увидим. Встречаемся на озере. Так, все готово. Потопали. Живцы забыли. Живцы забыли. Сейчас сначала заведем. Вот они, мои живчики. Так, я не понял, что заглох. Холодный. Ну, погрейся. Сейчас прогреется и поедем. Ну что, согрелись?
Еще раз всем доброго утра. 7:32 минуты. Половина восьмого. Только-только вот начал он потихонечку светать. Успел с утра уже закинуть 4 жерлицы. 8 жерлиц, которые я закинул вечером, не сработали за ночь. Ну, ночью, ладно, скажем, вот сейчас вся надежда на утро. Получается 8. И тут 4. 12 жерлиц работает. Приготовил вот удочки уже. Сегодня попробую. Удочек у меня много всяких разных. С всякими разными мормышками, чтобы не перевязываться. Сегодня буду, не знаю, видно, не видно. Сейчас попробую показать вот так. Вот на такую безмотылочку. Вот на такую мормышечку от Василия Чупина и нимфа сверху. Ну и, конечно же, блесна от Михаила Пантелея. Взял удочку, несмотря на ее размер здоровенный. Вот, тоже буду на нее пробовать. Все готово. По-быстрому пройдемся. Попробуем на то, на это. Да, да, нет, нет. Нет так. Нет так нет. Поедем на другое озеро. Так. Трубочки. Хлебушек. Пока, пожалуй, все. На завтрак у нас сегодня картошечка. Все как обычно. Питаемся домашней пищей. Вот такая вот картошечка с мясом. Вот такая вот вкусняшечка. Приятного аппетита! Нальем чаю. С утра без рыбацкого. Вон вчера вместе с вами вон сколько. Буквально меньше 100 грамм даже. Кто-то там мне писал в комментариях. Вот. Алкоблогер туда-сюда. Пьешь. Ладно, с компанией, а то в одну харю уже синячишь. Стопка 60 грамм. 2 полстопки 30-30. 60 грамм за вечер. Капитальный синяк. Ой, все бы пили так, как я пил, блин. Ладно. Не буду повторять одно и то же всегда. Не раз уже сказано. Дурак так и так не поймет. Так что, друзья, завтракаем. И вперед на озеро. Но если сегодня не будет ни одной поклевки, если не будет ни одной сработки жерлиц, то все это уже реально глухозимье, и я на эти озера зимой больше ни ногой. Первый лед, да. А по зиме, видать, тут не хватает кислорода или что, вообще без понятия, что и как. Это контрольная проверка уже, все. Попробуем. Ну, в общем, план есть вот здесь. А что и как получится, покажет время. Встречаемся на озере. Ну так что, друзья, походу на этом озере наступило полное глухозимье. 2 часа потерянного времени. Блесна, мормышка, червяк, опарыш, безмотылка. Лунок 20, наверное, пробуренных, проверенных. 2 часа потерянного времени. Ни одной поклевки. Время терять здесь
больше нечего. В общем, собираемся, едем на другое озеро. Сейчас проедусь еще по жерлицам, гляну, сработало, не сработало. И все, греемся, пьем чайковского, берем все необходимое и пойдем попробуем, если доедем, проверить еще одно озеро. Поехали вместе. Посмотрим. Вон, все здесь обурено уже. Надеюсь, сегодня не провалюсь никуда. Вчера вот здесь вырюхался неплохо, но выехал. Вчера здесь утонул. Вон. Здесь утонул. Вон жерлицы. Ни одной сработки. В общем, оставляем их до вечера. Если до завтрашнего утра ничего не сработает, будем поднимать. О, ни одной сработки. Ни окуня, ни плотвы, ни щуки. Никого здесь нет. Не, есть-то может быть и есть, но то, что они не хотят не есть, это точно. О, вчера топтал дорогу. Сегодня зато все, благодать, все замерзло. Можно бегать, но нет смысла. Ладно, все. Поехали в другое место. Друзья, сделаю короткое включение. Просто очень много вот рябины. Просто вот ее висит гроздями, как виноград. Она не осыпалась, не замерзла. Рябцы точно с голоду не умрут. Вон сколько всего. Это просто... Ну, в общем, поехали вместе. Посмотрим на эту красоту зимнего леса.
до озера доехали. Вот оно озеро. Никто с самого ледостава здесь не был. Ну и как бы получается я первый. И не проверивший. Тоже что-то страшновато. В общем, беру пешню, беру бур. Снегу очень много. Ехал с трудом. Потому что он валится на целое корыто. Вон. Местами снег по пояс уже, вот так вот. Это метр, а то и больше. Не знаю, попробую, посмотрю лед. Сухой, сырой. Потом отцеплю корыто. Прокачусь без корыта. Ну а потом уже, если все нормально, попробуем порыбачить. Так. Сразу отцепить. Как он вообще тащит? Это само корыто тяжеленное. Так. Пешня. Ладно. Лыжи-то такие тоже. На лыжах-то может быть и лучше. Одна лыжа сломана. Ладно, попробуем на лыжах. Сейчас хрен поймешь с таким толстым снегом. Есть лед, нету его. Я понимаю, перволёде. Там тюк-тюк. А тут как тюк-тюк. Вроде есть. Ага. Наледь. Наледь. Вода. Ну, вода-то ладно. Проехать-то я проеду. Круголя дам. Но все равно, чтобы знать, где круголя, пройдусь сначала на лыжах. Потому что где-то лед может быть, а где-то его может и не быть. Так что лучше проверить. А потом уже сделаем круг почета на буксировщике. Потом это все замерзнет со временем. Вон, везде вода. Ладно, пока выключаемся. Вот, друзья, вам здрасте, пожалуйста. Если бы я шел не проверившись, вон, короче, тюкаю. Вон, как бы здесь еще лед был, но начал проваливаться. О, здесь уже одна каша. Вот сюда заехать на урагане. Не дай бог хапнет она, водички немного забуксует. Все, буль-буль. А глубина здесь порядком. В общем, не будем учиться на чужих ошибках. И туда идти не будем. Так, я хотел пройти по центру. Пока что-то мне перехотелось. В общем, пройду там, где есть лед, более-менее. В общем, исследую озеро. Ну а потом уже заеду. А так вот делать нельзя. Там вот одна каша, льда нету. Вот если здесь вот хоть немного что-то похоже на лед. Хотя я знаю, что вот буду долбить, оно такая же вот каша.
О, а дальше все, нету льда. То есть снежная подушка не дает льду замерзнуть. Первая корочка была очень тонкая, ее завалило снегом, и так везде, на озерах, на реках. В этом году лед очень опасный. Можно сказать, его даже нету, этого льда. Я не знаю, что и как будет дальше. Но попробуем прокатиться. Найти дорогу, прокатиться и попробовать порыбачить. А то короткий день скоро закончится. Вон уже солнце, не поднявшись, уже садится. Так что не будем терять времени. Ну что, рискнем. Все оставил здесь. Оружие. В общем, весь лишний груз оставил здесь. Попробую на скорости прокатиться, сделать кружок. Ну а потом уже, если получится, порыбачить. Дай бог не утонем. Риск, конечно, есть. Если, не дай бог, ураган провалится под снег, там каша, вода, льда уже нет там. Вся пиши пропала. Так, попробуем. Ох ты, бля! Вода, сплошная вода. Сейчас главное выскочить обратно. Ну вот. Это уже хорошо. Это уже отлично. Так, теперь обстучать всю воду. Вон то, что набилось. Воды много. Риск был, но мы проехали. Теперь это все замерзнет. И если клевать будет, завтра уже будет тропиночка. Ну а нет, так это все сделали зря, получается. Обалдеть, друзья! 50 лунок. Один берег. По центру все пробурил. Здесь вот через каждые 3 метра пробурил. Осталось буквально вот 2 лунки. И возле этих кустиков вот он. Вот он. Пучеглазый. Мне, ну, не до смеха, но смешно, бляха-муха. Вот. Первый окунь. За целый день. С ума сойти. Ёшкин ты кот. Ловлю на блесну. Ну, не знаю, посмотрим. Это, скорее всего, случайность, но... А вдруг? Так что... Попробуем. Он даже как бы и не клюнул, а я дернул. Ну, я его не подсек, он вот взял, хапнул тройник.
Да. Может, он ближе к берегу, блин? Сейчас посмотрим. Весной, в принципе, это место тоже работало. Я планомерно и шел сюда. Потихоньку. Все-таки он клюнул. Я уж думал, нечего здесь зимой делать. Сейчас посмотрю специальное время уже. 12:40. Без 20 час. Грубо говоря, где-то час мне еще остался рыбачить. Лучше бы он не клюнул. Я бы спокойно вот проверил бы еще ту лунку и уехал бы. А теперь опять придется. Все, один и был. Одного единственного окуня все-таки поймал. Может, он действительно ближе к берегу. Опа. На мели. Я его на глубине ищу. Нет, это скорее всего был один единственный окунь. Так что выключаемся. Не будем зря время терять. Время 5 минут 3. Начало темнеть. Пора сваливать в избу. В общем, лучше бы тот окунь не клюнул. За час выцарапал вот еще 3. Вот 4 таких вот маленьких окушка. Ну, блин, смешно. Смешно, реально смешно. Целый день с утра до вечера морозишь сопли, блин. Ну, конечно, не из-за 4 окуней. Приехал-то я сюда с другой целью, как бы половить. Если клевать будет окунь, кинуть жерлицы, есть щука здесь, все. Но я понял одно, что сюда, на это озеро, кроме как весной, когда уж тепло, когда уж солнце, я больше сюда не приду. Все, ну попробовать стоило. Я хотел приехать сюда на первый лед, не получилось. Все-таки я приехал. То, что я хотел, сделал. Значит, все хорошо. Значит, все так должно было и быть. Если бы этот окунь не клюнул, я бы переехал на другое место. Это место далеко. Километров, наверное, 8 еще отсюда. Доехал бы я до туда, не доехал. Значит, суждено было этому окуню клюнуть. Теперь зато я туда не поеду. Теперь я поеду в избу. А в избе я буду думать, что я буду делать завтра. Домой я сегодня пока не поеду. Я упрямый. Я что-нибудь еще подумаю. Я где-то еще поищу. В общем, мы еще порыбачим. А теперь все. Собираем. Я пробовал и уже на мормышку, и на безмотылку. Думал, может, на блесну ничего не берет. Пусто. Пусто. Ну и ладно. Хватит на сегодня. До встречи в избе. Ну вот, наконец-то. Наконец-то, наконец. Так, что у нас по градусу? 15 градусов. 15,1, если быть точным. За избой и в избе 10 градусов, 10,1 плюса. Но почему-то очень холодно, почему-то я замерз. Целый день с ветром
Не очень-то и хорошо. Ну, ничего. Скоро будет тепло, скоро будет жарко. И плевать, что ничего не клюет. Что хотели, мы сделали. Непроверенное осталось еще одно озеро. Возможно, завтра туда и поедем. Но пока давай раздеваться, топить печь. Все как обычно. Ну вот и все готово. Печка раскочегарилась. Возле потолка 44 градуса. Вот это да. И смотрю, что-то жарковато стало. Так, на ужин у нас сегодня макарошки с мясом. Так. Чай, хлеб. Все просто. Ну, и немножко бальзамчика дальневосточного. Рыбацкий напиток не пьем, и рыба не клюет. Сейчас опять в комментариях будут такие комментарии. Да вот, там в вашей луже рыбы нет. Да ловить ты не умеешь. А вот в Якутии, а вот на Енисее, вот там рыбалка. Ну да, согласен. В Якутии нет глухозимия, возможно. В Енисее тоже налима немерено. Да и не только. А у нас вот так. Если бы везде было как в Якутии и как на Енисее, то неинтересно было бы. А вот Коми рыбак вот так вот рыбачит. Что теперь? Так, видно, нет? Так, так. Так вот видно, да? Ну-ка. Так точно видно. А то вот здесь уже не видно ближе. Так, ну что, друзья, приятного аппетита. Несмотря ни на что, все хорошо. Главное не унывать. Будьте здоровы. Чем-то смахивает на наш бальзам Олан Вин, сила жизни. Сыктывкарский завод винноводочный выпускает бальзам, вот сила жизни. Чем-то очень похоже. Видать, один букет трав. Ну, конкретно не видно, какие травы, но и крепость такая же, где-то около 40, наверное. Может быть 42. И запах, и вкус, и все такое. Пытаюсь поймать интернет. Кое-как. Еле-еле за полчаса поймал, чисто прочитал сообщение. Вот электронку включил, не может никак электронку поймать. Хочу там посмотреть. Нигде, в никакой точке не ловит. Вот здесь возле окна. И обязательно, чтобы стоял металлический термос вот рядом с телефоном. Тогда интернет кое-как можно будет поймать. Ну, морозы чуть получше, да, правда. День прошел. Вы сами видели, с раннего утра старался поймать рыбу. Рано-рано добавил жерлицы. Смотрел 2 раза, ни одной сработки. Я говорю, вот то, что Андрюха поймал здесь 2 щуки, на 3 получается. Одна маленькая, 2 большие. Это, я не знаю, ну, скорее всего, исключение, потому что
Зимой здесь рыба не клюет. Сколько раз пробовал, вот специально вот выставил жерлицы по всей длине. Нет. Ни весной, ни зимой, да. Первый лед, по первому льду рыба еще ловится. Где-то недели 3, наверное, после ледостава. Ну, месяц. Потом все. Потом даже бурится, чувствуется запах идет от воды. Я так думаю, водоросли, которые в воде есть, они начинают гнить и выделяют какой-то газ, сжигают кислород. Ручей, хотя вот с этого озера есть. Если рыба задыхается, она, возможно, и по ручью скатывается, может, уходит, я не знаю. Ничего не знаю и знать не хочу. Хотел попробовать, попробовал. Но на том озере, где мы сейчас были, вообще здоровенная. Намучился сегодня, рисковал. Очень много воды на льду. Хотя льдом это назвать нельзя, это каша, сплошная каша. Очень опасно. Если ураган, ну не ураган, а не дай бог буран туда залезет, вот буран забьются катки, начнет буксовать, и мне кажется, в этой каше он потихоньку под тяжестью эта каша прогнется и потонет. Потому что льда нету. Вот я хожу вот по верху, льда нету. Только каша. Буришь. Вот такая структура льда везде. На реке, на озерах. Не знаю, завтра посмотрим. Утро вечером мудренее. Посмотрим по погоде. Что-то у меня, даже у меня, при всем моем упрямстве, и то начало уже все надоедать. Когда впустую. Интереса нет. Я уж думаю, был бы я на лесной речке, мне кажется, за 2 дня я бы все равно что-то, да, что-то поймал. Там хоть интересное. Идешь, там по реке. А тут все. Надо было сюда. Но надо было пораньше. Теперь что? Вот, ну что, долго задерживать сегодня не буду, потому что бессонница меня сегодня мучать точно не будет. Сейчас покушаю, вторую чарочку. И все на сегодня. Попью чайковского с трубочками. И баюшки баю. Изба нагрелась. 45,7. А на улице так и есть 14,6. 15 градусов. Постоянная температура. Постоянное давление. Я не знаю, что надо этой рыбе. Есть вариант еще съездить на Печору, если буранка пробита там на одно место. Но, боюсь. Опасно. На лыжах, вот лыжи у меня сушатся сегодня. Вот такой слой льда был на лыжах. На таких лыжах далеко не уедешь. А без лыж, без проверки, просто так вот наобум лучше не надо. Ладно, озеро. Какой-то минимальный шанс есть, что ты сам выкарабкаешься оттуда. Но на Печоре, если ты провалился, все, пиши пропало. Лучше не надо. Ну что, болтать сегодня не будем. Вы сами видели. Настроение. Не такое настроение хотелось бы, конечно, перед Новым годом, но что теперь? Завтра по-любому буду выезжать, наверное. Съезжу, посмотрю, проверю, подниму все жерлицы, соберусь и вперед. Не знаю, будет этот ролик или не будет. Что-то даже настроения нет ничего монтировать. Но если будет, то уже не обессудьте. Показал, как оно есть.
Так что давайте будем здоровы. И чтобы вам повезло больше, чем мне. Бурвой. До завтра.